о мирном договоре. Конкретно сейчас мы не можем делать выводы, что там написано, какие там статьи в этом договоре. Но явно там будут такие статьи, которые будут противоречить Конституции Армении. Например, на гербе гора Арарат, ссылка на декларацию независимости и того прочее. Вот поэтому, наверное, премьер-министр Пашинян 100% уверен, что текст договора будет противоречить Конституции Республики Армения. И поэтому у него есть доводы, что Конституционный суд будет принять решение, что договор не будет соответствовать Конституции Республики Армения. Вот поэтому он хочет инициировать конституционные изменения, чтобы потом была у нас такая конституция, чтобы конституция противоречила договору. И это заявление, я думаю, один из основ, чтобы инициировать в Армении конституционные изменения. То есть Пашинян может народу сказать, если хотите мира, то нам нужно внести изменения в Конституцию Республики Армения, чтобы этот договор соответствовал Конституции Армении. Сначала надо, чтобы путем референдума народ принял конституционные изменения. А вот это я уверен, что народ не одобрит конституционные изменения по референдуму. Я думаю, Армении сейчас нужна новая конституция, но эта новая конституция должна быть общеармянской конституцией. То есть нам нужна конституция для армян всего мира, для 13 миллионов армян. Для армян должна быть у нас общеармянская конституция. И это 180 градусов противоречит Конституции Пашиняна. Я иной пути не вижу, чтобы консолидировать общеармянский интеллект, общеармянские ресурсы, чтобы сохранить нашу государственность. Вот уже почти 40 лет, 37 лет с лишним мы выступаем как раз за то, что Армения смогла бы реализовать свою позицию в регионе, как транзитная страна, не только как транзитная страна, связывающая Персидский залив с Евразийским экономическим союзом. И есть на это уже основание конкретный, подписанный в 2017 году договор о создании свободной зоны. Сначала между Арменией и Ираном, а потом уже тот же договор уже превратился зоной между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Чтобы представить себе, это почти 260-миллионный потребительский рынок. И поневоле Армения становится уже страной, которая выигрывает местоположение и может сотрудничать с двумя крупными рынками, реализуя свои национальные конкурентные преимущества. Можно создать совместные предприятия, двусторонние, трехсторонние, многосторонние, и развивать промышленность, потребность которой велика и внутри страны, и за пределами. Особенно наукоемкая продукция, которая может быть экспортирована из Армении, высокие технологии и так далее. Иран является страной с закрытой экономикой, можно сказать, частично имеет натуральное хозяйство, и все те ресурсы природные, которые имеются в Иране, пытаются реализовать для своих интересов. Только в исключительных случаях экспортируются углеводороды, в первую очередь в Армению, как дружественную страну. А тут появляются интересы, с одной стороны, сбывать, реализовать свою и сельскохозяйственную продукцию, и сотрудничать с Арменией, совместно реализовать промышленные проекты, энергетические, в конце концов, где тоже имеется немалый потенциал, и стать уже игроками в регионе. Тут надо говорить не только о торговле и сотрудничестве, но и о политэкономии вот этого сотрудничества. С политической точки зрения оценить и с экономической. И полностью вписывается формат 3+3, где Армения имеет очень хорошую возможность укрепить свои позиции, в которых нуждаются политически, но экономически уже
закрепляются с Ираном, с Россией и с другими странами ЕС. Членство ЕС никогда не может быть спорным, потому что то, что имеет Армения от членства в ЕС, я хочу заметить, что Армения не просто является членом, но учредительным членом ЕС, одним из архитекторов ЕС. И здесь не может быть другой альтернативы, которая полностью заменит ЕС, потому что это просто безумство говорить о том, что спорно членство в ЕС. Любое государство в мире, перед тем, как быть интегрированным в мировую экономику, сначала пытается интегрироваться в региональную экономику. Армения не может быть исключением, и другого сценария просто быть не может. Армения не может создать, скажем, региональную группировку с Турцией или, я не знаю, с Азербайджаном, пока это в ближайшие годы не является реалистичным. В то время как традиционные экономические связи с Россией, они только помогают реализации своих национальных конкурентных преимуществ. И я, честно говоря, не понимаю тех так называемых экспертов, которые хотят, чтобы Армения вышла из ЕС. Я хочу заметить, что Запад, коллективный Запад, и при всем при том, что инициирует уже 17-й пакет против России, в то же время торгует и сотрудничает с Россией. И уран, и газ, и нефть экспортируются в страны Запада. В первую очередь в США, Великобританию, другие страны. Возникает вопрос, почему Армения должна настроить против себя такую важную страну. Так что я думаю, что тут люди, которые говорят, что Армения должна выйти из ЕС, имеют просто личные, очень такие сугубо личные материальные интересы, которые никак не совпадают с интересами, национальными интересами Армении. Сотрудничество с Индией началось во многом в вынужденных условиях, потому что все источники поставок вооружений, которые Армения исторически для нее были приоритетами, то есть в первую очередь про Россию речь идет, они на тот момент по разным причинам не действовали. То есть оттуда невозможно было получить оружие, и поэтому возникла такая индийская альтернатива. Кроме того, известно, что политически тоже обе страны друг друга поддерживают, и Индия, в частности, тоже заинтересована в налаживании сотрудничества и в поддержке Армении. То есть на тот момент такого сочетания условий не было. То есть сейчас Армения фактически использует Индию как важный источник для получения вооружений и военной техники, более или менее современной. Конечно, там есть и свои проблемы, связанные с адаптацией всей этой техники, с некоторыми вопросами по надежности и так далее, но, в общем-то, особых альтернатив у армянской стороны не было. Что касается Греции, то здесь, насколько можно судить по той информации, которая есть, основной приоритет — это подготовка, тренировка совместная, то есть там и сотрудничество с спецназа, и по линии военного образования и так далее. Вот пока на данный момент Армения получает эти плюсы от сотрудничества с этими двумя странами. Я не знаю конкретно сейчас, о чем речь идет, в общем-то, но у Армении довольно-таки большой опыт сотрудничества в военной сфере с восточноевропейскими странами. И это связано с тем, что все эти государства, они, во-первых, после распада СССР и Варшавского блока, они получили довольно-таки серьезные запасы вооружения, которые были востребованы на постсоветском пространстве, и вооружения, и боеприпасов. Кроме того, у них есть свои оборонные мощности, где они модернизируют, как правило, советскую технику, вооружение советского производства. То есть в основном сотрудничество в прошлом было на этой почве, и еще в сфере стрелкового оружия тоже что-то было. Сейчас о чем речь идет, я, естественно, не могу точно сказать, но, в общем-то, думаю, что возможно, что продолжение, опять же, этой логики, может быть, о какой-то модернизации каких-то образцов идет речь и так далее. Но, повторюсь, конкретно трудно сказать в данный момент, о чем речь идет. Военные вопросы лучше всегда решать политические, естественно, не военные. Это и эффективнее, и гораздо менее затратный способ. Но в данный момент мы видим, что страны, которая может предоставить Армении действенные гарантии безопасности, страны или блока, которая может предоставить Армении действенные гарантии безопасности, на данный момент нет. Российские гарантии, они существуют, но мы видим, что какие-то оговорки в связи с ними существуют.
имеются. По крайней мере, определенный кризис надежности этих гарантий имеет место. И я пока в обозримом будущем не вижу, чтобы такие страны или такие блоки появились, которые были бы готовы к конфронтации с Турцией и Азербайджаном ради армии. Конечно, в этом направлении опять же нужно работать, то есть этот дипломатический блок он остается в силе, но пока особо каких-то решений в этом плане не видно. Что касается военного баланса, это сложный вопрос, потому что его трудно оценивать. Но думаю, что у Азербайджана всегда будет какое-то преимущество, просто чисто количественное, хотя бы, учитывая, что население страны примерно в 3 раза больше, чем население Армении. Мне кажется, что Армения и с точки зрения военно-экономической у Армении мало ресурсов для того, чтобы создать такие вооруженные силы, которые настолько будут инновационными, чтобы полностью нейтрализовать вот этот количественный перевес Азербайджана. Поэтому сейчас, в данный момент, я думаю, что для Армении реалистичный путь создания условий, когда цена возможного нападения на Армению для Азербайджана будет высокой. И это может играть определенную сдерживающую роль. То есть не полноценного восстановления баланса сил или получения преимуществ над Азербайджаном, а именно вот увеличение этой цены возможной агрессии. Вот это реалистичный путь, мне кажется, на данном этапе, по крайней мере.